Первая встреча ваша? Муса Юсупович в моей памяти остался замечательным коллегой, замечательным выдающимся человеком, с которым я встретился в Верховном Совете СССР в 1989 году. И мы познакомились в самом начале работы Верховного Совета, поскольку один из важнейших вопросов, который был поставлен на первом съезде депутатов, народных депутатов СССР, был вопрос о реабилитации репрессированных народов. Это был один из ключевых таких вопросов, поэтому, конечно, поскольку я представлял Кыргызстан, Кыргызскую республику, а именно в Киргизию были переселены значительная часть ингушского, чеченского и других репрессированных народов в годы Великой Отечественной войны. Я хорошо помню, в детстве мы вместе учились с чеченскими, ингушскими детьми, жили рядышком, как говорится, бок о бок. И поэтому у меня в детстве было много друзей ингушского, чеченского народов. Вот. И поэтому, конечно, я был в курсе проблемы репрессированных народов, и поэтому, наверное, не случайно, что наше знакомство состоялось буквально на начальном этапе работы Верховного Совета СССР, где мы оба были членами Верховного Совета. Вот. И мне было очень приятно, потому что я сам выходец из горного селения, в далеком горном селении Кыргызской республики я родился, вырос, и дружил с чеченскими, ингушскими детьми. Поэтому, конечно, эти проблемы для меня были очень близкими. И не случайно мы как-то познакомились, потому что я встретил человека, который искренне, упорно, целенаправленно стремился внести свою лепту в реабилитацию репрессированных народов в целом, ну и, конечно, своего родного ингушского народа. Я считаю, что Муса Юсупович внес выдающийся вклад в решение двух проблем. Я еще хотел бы потом добавить и о третьей стороне его деятельности. А две проблемы, я считаю, в которые он внес такой ключевой, выдающийся вклад, это прежде всего проведение закона, постановления Верховного Совета СССР, имеющего силу закона, это о реабилитации репрессированных народов. Это было, я считаю, одним из важнейших законов, принятых Верховным Советом, и оно потребовало очень больших усилий. И проведение этого законопроекта через Верховный Совет, конечно, большую роль сыграл Муса Юсупович, потому что он был, можно сказать, тверд как кремень, целеустремлен, и он, как один из лидеров ингушского депутатского корпуса, он боролся большим упорством, большим воодушевлением, и в конце концов это постановление было принято. Но для того, чтобы подчеркнуть еще, какой огромной работы потребовало принятие этого постановления, я должен сказать, что по инициативе Мусы Юсуповича, он был одним из таких главных инициаторов, была создана большая специальная комиссия Верховного Совета СССР по чеченско-ингушской, тогда ведь совместные были чечено-ингушской автономной республики. И по воле судьбы я как раз, а может быть и
Муса Юсупович рекомендовал, потому что мы были знакомы, мы дружили, мы были коллегами. Вот. Ну, одним словом, я не помню, кто рекомендовал, но меня тоже избрали в состав этой комиссии, и я большим удовлетворением вспоминаю, как работала комиссия. Комиссия была очень такая, я должен сказать, вот сегодня создается много комиссий, которые, в общем-то, ничего не добиваются. Но эта комиссия была такая рабочая, боевая, и я помню, проделала огромную работу. Нашим председателем комиссии был депутат Мариничев. И вот мы целый месяц в 1989 году как раз посвятили этой работе, побывали во всех уголках Чечено-Ингушской автономной республики, встречались простыми людьми в селениях, городах. Вот. И я вот здесь хотел бы подчеркнуть, как раз когда мы были в Ингушетии, я вот видел большим удовольствием, большим удовлетворением, с каким глубочайшим уважением, какой любовью относились ингуши к своему родному депутату Мусе Юсуповичу Дарсигову. Они просто в нем души не чаяли, потому что он действительно, в отличие от многих депутатов, в отличие от многих лидеров, которые в каждом деле искали свой интерес, Муса Юсупович был человек бескорыстный. Он, я вот хотел бы подчеркнуть, он вот работал, он жил вот ради будущего ингушского народа, вот ради благополучия своего народа, ради того, чтобы народ, который действительно вносил свой выдающийся труд в становление общей нашей страны, он был полностью реабилитирован, чтобы восторжествовала историческая справедливость. Он это очень хорошо понимал. Вот, и он был хорошим пропагандистом. Вот иногда бывает, что люди высшим образованием, многими дипломами, вы знаете, они говорят штампом, вот, и это не трогает сердца и души людей. А Муса Юсупович, хоть он и не имел высокого образования, но у него мысли, они шли, у него его цели, они шли от его щедрой такой души, от сердца, которого вот он служил народу. И поэтому, конечно, его слова простые, ясные, они очень вдохновляли людей. Я это очень хорошо помню, каким энтузиазмом его слушали в Ингушетии, когда мы вот встречались, члены комиссии, большой любовью к нему относились. И он оправдал, Муса Юсупович, считаю, сыграл ключевую роль как раз в принятии постановления, имеющего силу закона о реабилитации репрессированных народов. Таким образом, он сыграл такую выдающуюся роль не только для своего родного ингушского народа, но и для всех для всех репрессированных народов, а их ведь было много. Я помню, у нас в Кыргызстане только жили из Чечено-Ингушской республики, вот, крымские татары, многие из Кабардино-Балкарской автономной республики, многих-многих республик. Вот. И поэтому я считаю, что он сделал выдающееся дело. Второе очень важное дело – это, конечно, как бы вопрос о организации самостоятельной автономии ингушского народа в рамках Российской Федерации. Вот здесь, я считаю, он играл просто ключевую роль, потому что я свидетель, как он
тщательно собирал документы для того, чтобы обосновать объективную вот такую потребность, необходимость в создании ингушской автономной республики в рамках Российской Федерации. Вот. Я помню, как он обсуждал с нами, интересовался этим вопросом. Вот почему у меня он интересовался? Потому что он знал, что Кыргызстан в 20-е годы, вот моя родная республика, она получила автономию тоже в составе Российской Федерации, хотя и не имела даже границ. Вот. Это, в общем, помогло тому, что впоследствии моя родная республика, она стала союзной республикой. Она получила впервые автономию в составе Российской Федерации. И вот его интересовали вопросы, как это удалось сделать, какие механизмы были. То есть он очень всесторонне и глубоко подходил к обоснованию каждого предложения. Не просто вот как многие депутаты бывали, там бросят лозунг без аргументов, без обоснования. Конечно, это все оно не давало никаких результатов. А Муса Юсупович, он очень капитально подходил, советовался. Вот я помню, он собрал такую основательную документацию, и потом с радостью делился, что ему удалось это все, ну, там была группа депутатов, но я помню, что основным, ключевым как раз инициатором был Муса Юсупович. Вот. И он лично, я это хорошо помню, лично договаривался президентом Советского Союза Михаилом Сергеевичем Горбачевым. И, наконец, он пробился, он был ведущим в составе делегации ингушской, большой делегации. И они вручили этот документ Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Это, конечно, сыграло свою большую роль, потому что Михаил Сергеевич как раз и дал толчок впервые. Вот. И вот так появилось решение об автономии Ингушской республики, об образовании Ингушской республики в составе, я вот вспоминаю точное название документа, об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. В этом, конечно, он сыграл, я считаю, ключевую, исключительную роль. И вот эти два, можно сказать, его выдающихся деяния, вот, которые увенчались успехом, это его вклад неоценимый в принятие постановления о реабилитации репрессированных народов. И второе, об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Они, конечно, заслуживают того, чтобы имя Мусы Юсуповича Дарсигова, оно было вписано золотыми буквами в историю ингушского народа, и чтобы его память была увековечена. Я так убежден, думаю, потому что, побывав тогда, 20 лет назад, в Ингушетии, вот, Чечне, я видел, каким уважением, какой любовью к нему относились. Я думаю, что это долг просто, это долг нынешних руководителей Ингушской республики, это долг нынешнего поколения ингушей. Я считаю, что это их святой долг, потому что надо помнить. Вот, развивая эту тему, я хотел бы сказать, почему я говорю долг. Почему я говорю долг? Потому что он действительно верой и правдой служил своему народу. Ведь я всегда глубочайшим уважением относился к людям труда. Вот я сам в Верховном Совете очень много выступал, чтобы были защищены права
чабанов, табаководов. Я сам был депутатом от табаководческого региона и вносил предложение о том, чтобы вот тяжелый труд табаководов, он как-то был оценен по достоинству, и чтобы они получили социальную поддержку в соответствии с вредностью этого труда. Но зная Мусу Юсуповича как выдающегося животновода, человека труда, потому что он был известен всей стране, он был одним из лучших животноводов Советского Союза, и об этом я видел в газетах, он нам показывал, как в газетах той поры писали о нем как о герое труда, выдающемся человеке. Ну, ведь все-таки благополучие любой страны определяется прежде всего человеком труда. Если много таких замечательных людей труда, как Муса Юсупович Дарсигов, то страна, она процветает, страна идет к прогрессу. Вот. Именно они делают. Конечно, и руководители должны быть, которые ввели страну в нужном направлении, но все-таки человек труда, он решает. И вот одним из таких людей труда, выдающихся, я бы сказал, был как раз Муса Юсупович Дарсигов. Мне приятно очень вспомнить, как выходцу из сельской глубинки. Я вырос среди таких людей труда, поэтому я всегда ценил и ценю до сих пор, хотя являюсь научным работником, но тем не менее считаю, что именно благодаря их труду мы все имеем возможность заниматься тем, чем мы занимаемся. Поэтому вот как человек труда, и он всегда очень близко к сердцу воспринимал вопросы, которые поднимались в Верховном Совете по поводу социальной обеспеченности людей труда. И он это мобилизовывал, поддерживал, всегда агитировал, чтобы мы как-то все, депутатский корпус, чтобы более тверже стояли за те позиции, которые отвоевывались в Верховном Совете, забота о человеке труда, чтобы пенсия была лучше, чтобы вот, надбавки были за вредность труда, вот, и чтобы вообще внимание было людям труда, вот, потому что большинство чиновников, вообще говоря, мало это заботит. Поэтому, конечно, приходилось бороться. Я помню, когда я вот выдвинул две инициативы о чабанах, табаководах, он со всеми своими коллегами, друзьями в Верховном Совете: Оскар Акаевич, мы вас поддержим, вот, будем голосовать за ваши предложения. Вот так, я помню, провел две рекомендации тоже. Ну и в свою очередь я помогал, мы помогали, когда Муса Юсупович проводил вот какие-то решения, которые интересовали людей труда в этом регионе Северного Кавказа. Тоже мы солидарно очень работали. Вот такая вот солидарная работа в Верховном Совете за именно интересы человека труда, она как раз нас объединила, сплотила. Вот. И я считаю, что он был, конечно, выдающийся человек, замечательный сын, достойный сын своего народа ингушского. Ингушский народ, хотя и маленький, но это талантливый народ, который дал очень много талантливых людей, которые отличились в Великую Отечественную войну. Вот он нам рассказывал, он же поднимал, и это тоже надо отметить, он много нам рассказывал о героях, выходцах ингушского народа, которые еще в первые дни войны сражались в Брестской крепости. То есть он хотел, чтобы это не забывали. Это вот в рамках как раз принятия постановления о реабилитации
реабилитации репрессированных народов, он много фактов поднял заодно, вот, чтобы показать, что ингуши наравне со всеми народами Советского Союза они сражались за победу. Вот, и с первых дней мужественно, геройски отстаивали свою родину. Так что в этом тоже его огромная заслуга. Я не знаю, у него была мечта как-то собрать и издать книгу, а вот издать книгу о выдающихся людях ингушского народа. Не знаю, удалось или нет, вот это мне неизвестно. Но я бы хотел еще сказать об одной важной черте Мусы Юсуповича, вот, которую не могу не сказать комиссия. Могу не сказать еще об одной чрезвычайно важной черте Мусы Юсуповича. Вот я, как член комиссии Верховного Совета, должен сказать, что у нас была очень трудная миссия. Очень трудная миссия. Дело в том, что комиссия это собирала не только материалы, которые бы легли в основу постановления о реабилитации репрессированных народов. Это была одна из задач, но была вторая задача еще. Вторая задача, которая, я считаю, является неотъемлемой частью восстановления исторической справедливости в отношении ингушского народа, это судьба пригородного района. Это одна из таких болезненных вопросов для ингушского народа, ингушско-осетинских взаимоотношений. И эта задача тоже была одной из главных задач нашей комиссии. Поэтому мы посетили не только Ингушетию тогда, но побывали и в Северной Осетии, во Владикавказе. Вот, беседовали и с той стороной, и с этой стороной. И вот тут я должен сказать, что Муса Юсупович, конечно, он проявлял мужество такое. Вот я хочу подчеркнуть еще одну черту его характера. Вот я говорил о том, что он человек труда, выдающийся, потом и о его целеустремленности, о его волевых чертах, вот, упорстве в достижении. То есть он не останавливался. И вот пока он не доведет до логического разрешения цель, которую поставил. Ну вот в отношении, я имею в виду, например, вопроса о принятии автономии ингушского народа в рамках Российской Федерации. Вот. И, естественно, он тоже хотел добиться исторической справедливости в вопросах пригородного района. Вот. И я помню, как он здесь проявил мужество. Он, по-моему, был вместе с комиссией даже в Северной Осетии, хотя ему не советовали, не рекомендовали ехать. Вот. Но, тем не менее, он был человек мужественный, поэтому он принимал участие, был в поездке, вот, старался донести эти проблемы до вот, соседнего народа. Вот. Ну, в общем, я считаю, что усилиями Мусы Юсуповича были решены ключевые проблемы, которые стояли перед ингушским народом вот, в преддверии 21 века, чтобы вот эту закрыть страницу болезненную, я бы сказал, болезненную, навязанную сталинско-бериевским режимом, страницу болезненную для ингушского народа, потому что ингушский народ заслуживает, конечно, только похвалы, поддержки, замечательный народ. Вот. И
вот сталинско-бериевский режим, конечно, приклеил незаслуженное клеймо вот, репрессированного народа. И вот я считаю, что в решении этих двух исторически важных вопросов реабилитации ингушского народа, торжества исторической справедливости в отношении ингушского народа, и, во-вторых, вот, получение автономии в создании Ингушской республики в рамках Российской Федерации. В этих двух вопросах, я считаю, его вклад является историческим. Я это подтверждаю, потому что я был свидетелем, я видел, как целеустремленно, упорно, вот, и аргументированно, самое главное, он собирал всегда аргументы в пользу аргументированно. Вот, Муса Юсупович Дарсигов добивался положительного решения этих вопросов. Он внес выдающийся вклад, поэтому в заключение я вот обращаюсь к ингушскому народу, обращаясь к лидерам ингушского народа, руководству Ингушской республики. Вот, я хотел бы сказать, что он заслуживает увековечения его памяти, его светлой, незабвенной памяти, вот, как один из таких ярких представителей ингушского народа на таком очень переломном, ответственном этапе, когда решалась судьба ингушского народа. Вот я сейчас радуюсь, когда вижу по телевидению, читаю в газетах, как Ингушская республика в составе Российской Федерации сегодня идет к прогрессу, преодолевая трудности. Оно вот в созвездии других народов Российской Федерации сейчас идет к прогрессу. Есть проблемы, но тем не менее я вижу, что многие проблемы решаются, страна поднимается. Я считаю, что вот создание условий для этого нового подъема, духовного подъема, вот, благополучия ингушского народа сыграл огромную роль народный депутат СССР, депутат от ингушского народа Муса Юсупович Дарсигов. И я считаю, что его память должна быть, конечно, безусловно увековечена, потому что если этого не сделать, и если обесценивается труд предыдущих поколений, то нет будущего. Расул Гамзатов очень хорошо когда-то сказал, замечательный великий сын Дагестана, России, сказал, что если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки. Поэтому надо прошлое уважать, надо помнить замечательных сыновей, увековечить их память, тогда и будущее будет процветающее у такого народа. А вот обращаясь к ингушской молодежи, я хотел бы сказать, что надо брать пример Мусы Юсуповича. Муса Юсупович был выдающимся человеком труда, вот, и он мог служить примером для всей молодежи, что именно трудом, честным, бескорыстием, служением своему народу человек может принести очень много пользы своему народу. Вот таким человеком был Муса Юсупович Дарсигов. Я считаю, что для молодежи он является образцом, замечательным примером. Вот. Ну и я считаю, что о Мусе Юсуповиче надо написать хорошую книгу, о нем надо создать хороший такой телевизионный фильм, показывать. Именно пример таких людей является лучшей воспитательной силой
Вот, и показывать в школах, в университетах, я считаю, показывать по российскому телевидению, потому что он был достойнейшим гражданином и Советского Союза, и был достойнейшим гражданином России. И я сам лично всегда вспоминаю, отдаю должное светлой памяти моего друга, моего коллеги Мусы Юсуповича Дарсигова. Пользуясь случаем, дорогие ингуши, уважаемые друзья, дорогие ингуши, я хотел бы от всего сердца, от всей души поздравить вас с предстоящей годовщиной образования Ингушской республики в составе Российской Федерации, пожелать трудолюбивому ингушскому народу благополучия, процветания, а самое главное мира, чтобы был мир на этой земле. Вот. И тогда я убежден, трудолюбивым ингушским народом будет создано процветание. И я убежден, что народ Ингушетии внесет свой достойный вклад в дальнейший прогресс и процветание Российской Федерации.